Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить здесь гостя, который присоединился к нашему эфиру с Соединенных Штатов Америки. Это Юрий Рашкин, депутат окружных зборів округу Рок у штаті Висконсин. Пане Юрію, вітаю вас. Селям алейкум. Спасибо за приглашение и слава Украине. Героям слава. Ну что ж, так как вы находитесь в Соединенных Штатах Америки, я бы хотела начать, конечно же, с поддержки США нашей стране, Украине. Только вот недавно прошли промежуточные выборы в Соединенных Штатах. И если мы говорим о республиканцах и демократах, как вы думаете, консолидирована ли позиция этих двух партий в отношении поддержки Украины в свете от последних новостей о том, что некоторые республиканцы планируют прекратить финансирование Украине? Ну что ж, это интересный и важный вопрос, потому что можно легко запутаться в том, что происходит, потому что просто как бы люди говорят одно, а политики говорят другое слегка. Поэтому, чтобы определиться с политической точки зрения, мы видим, что демократы за Украину, за поддержку Украины. Возможно, они более заинтересованы в том, чтобы найти какое-то мирное решение, но в пределах того, что предпочитает Украина. Как бы, так сказать, это ваша война, мы союзники, мы вас поддерживаем, это ужасная ситуация, но если бы мы могли помириться, это было бы лучше. Такой относительно ответ, на который на самом деле способен человек, который очень сопереживает. И с другой стороны, есть республиканская партия, которая базируется на более знакомой этике силы, которые как бы верят, они это называют законом и порядком, но это под вопросом, потому что когда нужно прорваться в Капитолий, они бьют полицейских американским флагом. Поэтому такое уважение к закону и порядку, на самом деле, мне кажется, больше является уважением к силе, что я и говорю знакомо, мне кажется, людям, по крайней мере, из России. И тут происходит раздел, потому что, с одной стороны, идея того, что врезать Путину вроде бы хорошая идея, можно легко согласиться. Он ужасный лидер, человек. Ну, с другой стороны, появляется часть республиканцев, которые говорят, он сильный, а мы верим в силу. Сила это хорошо, это важно. Без силы, что можно без силы в этом мире? И они как бы думают, что на самом деле Владимир Путин – это не такая уж плохая идея. Вот тут раскол, который проявляется во многих вещах в республиканской партии. В республиканской партии сейчас происходит очень серьезный разбор того, о чем эта партия. Они не партия Маккейна, они не партия Рейгана, они в основном партия Трампа, но недостаточно, чтобы победить на выборах. У них какая-то неопределенная позиция. Но, тем не менее, им удалось получить сейчас большинство этой партии в Палате представителей Конгресса США. Но, насколько я знаю, вот сама фигура Трампа и его заявление, его политика на внешней арене, она подталкивает представителей республиканского истеблишмента на мысли о том, вообще поддерживает ли его кандидатуру на президентских выборах, нет? Вы знаете, хотелось бы в это верить и надеяться, но реально мы видим, что главная причина, по которой одни республиканцы просят других республиканцев отмежеваться от Трампа, это потому, что просто нельзя выиграть с ним на выборах. Видимо, пока в Америке есть выборы, и они могут закончиться при следующем республиканском президенте, но пока они есть, республиканцы на них не выигрывают. А значит, нужен другой кандидат, значит, нужен другой продукт. Если рынок не покупает этот продукт, то рынку приходится предлагать, мы понимаем, предлагать другой продукт, чтобы он его купил. Тут мы устраиваем монополию, так сказать, избавляемся от конкурентов, перекрываем рынок, но до этого нужно еще выиграть. Поэтому сейчас это большинство, которое оказалось большинством, в основном из-за того, что перенарезали округа, и это перерезание округов оказалось достаточно. Вот и теперь было несколько мест, которые было преимущество буквально у демократов, теперь буквально несколько мест преимущества у республиканцев. У демократов лидеров была Нэнси, и есть до сих пор до 3 января Нэнси Пелоси.
Да. Нэнси Пелоси опытный политик, она и в Тайвань слетала, и в Армению слетала, и показала себя и со всех, в общем, так сказать, и перед Дональдом Трампом стояла, и пальцем в него, значит, показывала на заседании, после чего 1,5 года с ним он лично боялся с ней встретиться. Так что такая серьезный лидер, которому удалось даже демократов, у которых репутация, что они как кошки разбегаются в разные стороны, и они стадом не маршируют, как бы опять этика силы, за лидером, все как один, это вот как бы республиканцы наши родные. А Мгм. демократы, они как бы все хотят в разную по-своему выразить свою точку зрения. Еще думают о том, что их избиратели требуют. Поэтому то, что Нэнси Пелоси смогла их держать вместе, говорит о больших ее заслугах, как именно о лидере, который способен собрать свою фракцию. То, что сейчас будет следующим, вот на ее месте, у этого человека, это Кевин Маккарти, у него нет такой репутации от слова вообще совсем. Поэтому шансы на то, что он сможет провести какие-то законопроекты, как бы разбираясь со своей фракцией, он сам даже в это не верит. Что это означает? Это означает, что следующие 2 года законопроектов не будет. Если только демократы и республиканцы не смогут как-то договориться практически за его спиной, или произойдет что-то необычайное. А если смотреть, что должно произойти вот с такими ингредиентами, мы ожидаем, что не будет законопроектов, а будут комитеты. Потому что в комитетах и повестку дня будут определять республиканцы. И тут они начнут расследовать все, насколько мы дали денег Украине, а на что мы их потратили, а покажите нам, пожалуйста, все квитанции, а куда попала эта пуля и так далее, и по списку. Кроме этого, есть любимые республиканцами Хантер Байден, ну и так далее. Поэтому вместо того, чтобы пытаться провести законы, они будут пытаться что-то расследовать и как бы показать людям. Хотя на самом деле даже А Палата зачем? А как вы представителей... думаете, вот, Да. извините, вас перебила, а вот мотивация какая? Это исключительно какая-то бюрократизация среди республиканцев, я не знаю, больший там какой-то акцент на протекционистскую политику Соединенных Штатов Америки, или же можно говорить об инфильтрации агентов Кремля в ряды республиканцев? Это, вы знаете, после Трампа можно говорить все, что угодно, потому что и никогда не знаешь, если ты абсолютно прав на самом деле. Потому что, с одной стороны, у нас квитанции за то, что Дональд Трамп работал на Кремль. Ну, вот, наконец, Конгресс получил его налоги, так что будем смотреть, что из этого выйдет, и что мы узнаем, насколько в открытую Дональд Трамп как бы продавал свои кондоминиумы русским миллионерам и как бы таким образом промывал их деньги. Но это детали. Пока что смотрим на зачем это делается. Это делается потому, что цель, мне кажется, просто это политика республиканцев уже со времен Ньюта Гингрича, когда главное не дать демократам выиграть, главное остановить все, потому что на выборах, если доказать избирателям, что вот смотрите, им ничего не удалось, этой другой партии, но им не удалось, потому что вы им не давали. Ну вот смотрите, им не удалось нас побороть, поэтому вы должны теперь за нас проголосовать. Это вот такая проблема двухпартийной системы, когда одни другим как бы вредят, и потом просят, чтобы за них проголосовали. Это я вижу больше, чем какая-либо внешняя политика, протекционизм. Это как бы одевается в протекционизм, это одевается в то, что внешне, это одевается в то, что нужно думать о вдруг государственном долге. Республиканцев, когда они у власти, их это не волновало. Но сейчас это их волнует, для них это большая забота. Но это просто одежда для их желания остановить президента в любых его начинаниях, если он из другой партии. Но существенно это может сказаться на поддержке Украине, ведь это не просто российско-украинская война, да, это война прошлого с будущим, это война цивилизованного мира, против которого сейчас стоит режим авторитарного, тоталитарного, клептократического государства не только России, а и тех, кто стоит за Россией: Китая, Ирана, Северной Кореи. Знаете, вы абсолютно правы. И тот факт, что это не является, с одной стороны, таким гигантским приоритетом на выборах для многих людей, а с другой стороны, что именно молодые люди, это те, кто изменили ход выборов в этом ноябре в Соединенных Штатах. Вот я тут как бы вижу, что происходит разрыв между
людьми, которые вообще белые мужчины, на самом деле, в Соединенных Штатах, это большая проблема, потому что привыкли к статусу, привыкли быть во главе любого угла. Это, конечно, не российский и не восточноевропейский патриархат, но это все равно патриархат. И мы видим, что есть люди, которые, во-первых, женщины, и тут я вижу, кстати, большую, на самом деле, параллель и связь между протестами в Иране, которые тоже невероятно важны, потому что они могут остановить военную машину Ирана, как бы потенциально. И то, что мы видим в Китае протесты, люди протестуют против авторитарных режимов, и это невероятно важная битва как бы между хорошим и злом, которую мы наблюдаем прямо вот в наше время. Мгм. Но, к сожалению, это не всем видно и не всем заметно. Но вот молодые люди в Соединенных Штатах решили, что мы не можем идти, вот то, что предлагают нам республиканцы, это тупо, это старо, это пройденный этап. И мы сейчас входим в новый мир, и в этом мире нам нужно обезопасить себя. Нам нужно, например, вот интересно, что в Соединенных Штатах приняли закон о защите однополых браков. Казалось бы, такая была битва, и так республиканцы были против. Они говорили, ну, называйте это гражданским союзом, но только не надо делать из этого брак. А сейчас они так боятся, что Верховный суд может им просто забрать это право, как он сейчас забрал конституционное право на аборт у женщин, Мгм. чтобы собрались и провели закон, потому что страна изменилась и продвинулась вперед. И это говорит о том, что наше понимание того, что мы считаем допустимым в нашем развитом обществе, продолжает двигаться вперед. Я даже не представляю, за какие свободы будут бороться наши дети. Но вот борьба России, борьба демократии и автократии сейчас невероятно важна. И я рад, на самом деле, что, по крайней мере, в принципе, американские избиратели поддержали Белый дом и политику Джозефа Байдена, потому что они видят, что он добивается результатов на внутреннем, так сказать, рынке, проводит законопроекты про инфраструктуру, про массу всего, что нужно нашей стране. То есть он как бы, ему удалось вот эти достижения, значит, его нужно вознаградить по этой логике, правильно? Он смог побороть республиканцев, и поэтому за республиканцев не нужно голосовать. И в этой битве он, значит, как бы добивается массовых результатов, и он как бы представляет мир демократии. А с другой стороны мы видим Владимир Путин. И вот сейчас следующие 2 года, мне кажется, будут невероятно важны, потому что, понимаете, если бы не нервничать о следующих выборах, то было бы очень хорошо, если бы Украина могла победить за следующие меньше, чем 2 года до следующего, до ноября 2024 года или даже до января. Потому что когда меняется власть в демократиях, могут произойти достаточно непредсказуемые вещи. Но мне кажется, что в этом мире 24 месяца, 26 месяцев – это несколько жизней. Поэтому, так сказать, наше следующее будущее, мне кажется, и сейчас, опять же, хромая утка, Конгресс должен провести на 37 миллиардов долларов, возможно, пакет помощи Украине. Так что на следующий год все супер в Украине, в смысле поддержки, и люди в Соединенных Штатах поддерживают Украину, что очень важно. И вот тут просто это как бы завершающее ко всему этому, что политики делают то, что они делают, у них свои политические цели, а люди продолжают полностью, мне кажется, поддерживать Украину, за исключением тех, кто начинает понемножку отклеиваться, потому что им объясняют, что это демократическая идея, и Украина начинает политизировать, что вот неприятно, потому что это Украина, это не партийный проект, Мгм. а Украина это вот, как вы описали в вашем вопросе. Но это, я так понимаю, в процентном соотношении небольшое количество людей? Да. Оно растет, и я думаю, что будет продолжать расти просто потому, что война, это как бы, ну, мы не бы против войны, мы хотели бы, чтобы война прекратилась, но вот это не означает, что нужно договариваться с Владимиром Путиным, понимаете? Просто мы хотим, чтобы, ну, Украина победила побыстрее. Тут просто следующий вопрос по поводу амуниции, потому что мы не можем просто послать в Украину доллары, отстреливаться от России. Нужно эти доллары сделать из них
пули, патроны, ракеты, бомбы, снаряды для гаубицы сами и так далее. И вот этот процесс, видимо, занимает дольше, чем мы хотели бы. Ну вот, кстати, по этот процесс я бы хотела с вами поговорить. Действительно, Украина сегодня безмерно благодарна нашим партнерам и в первую очередь ближайшим партнерам, среди которых есть Соединенные Штаты Америки, за оказанную нам поддержку, помощь как финансовую, политическую, так и военно-техническую. Однако И вы знаете, и Соединенные Штаты безмерно благодарны Украине и украинскому народу за тот героизм, который они проявляют каждый день, за то, что вы продолжаете делать вашу передачу и вашу программу, и ваш канал, и за то, что люди верят в победу Украины, за вашу волю, которая показывает, является примером всему миру. Большое спасибо Украине. спасибо вам за эти слова. И продолжая свою мысль, однако мы Вот не... всегда однако. Вот Да, почему-то однако. всегда есть однако, ведь мы видим, как все же Соединенные Штаты Америки и не только страны, представители цивилизованного мира, да, они медлят с предоставлением Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны. Украина уже с начала широкомасштабного вторжения, да, там 9 месяцев говорит о поддержке, о необходимости предоставления тех же патриотов. Как вы думаете, почему США в этом вопросе все же медлят? Мы, Соединенные Штаты, медлят мне кажется, техническим причинам, настолько же, насколько по политическим. Мгм. Потому что мы можем обсуждать вопрос эскалации, ядерной угрозы и Путина, и это тоже справедливо. Но, с другой стороны, мы слышим сейчас от Пентагона абсолютно четкое понимание того, что сейчас Украине больше всего нужны системы ПВО и закрыть небо, потому что ситуация такая, какая она есть. И вопрос в том, чтобы передать, вот технический вопрос, мне кажется, с точки зрения того, что заявляет Пентагон, является их большой причиной, что их как бы останавливает, что нужно, поскольку американцы не могут там присутствовать, мы же сказали, что нас там не будет, значит, это нужно украинцев обучить всему этому пользоваться. А Мгм. наши солдаты, это как бы с одной стороны задержка, потому что нужно научиться этому, нужно это обслуживать, это масса оборудования, которое нужно обслуживать эффективно и быстро. У нас появляются регулярные истории в новостях о том, что нужно, вот проблема, потому что обслуживание оборудования, оружия должно происходить ближе к линии фронта. Вот такие технические проблемы сейчас решаются, и я уверен, что сейчас происходит образование. Вот тот процесс, когда людей учат использовать, и мы просто как бы хотим, чтобы они поскорее, но, видимо, это еще не матрица, когда можно воткнуть 4 человека в голову сзади, и он говорит, я теперь знаю кунг-фу. Значит, это занимает время, но я не вижу никакой, как бы, как говорится по-английски, malice, угрозы негативного настроения со стороны Соединенных Штатов, что мы хотим каким-то образом что-то заставить Украину сделать. У нас просто свои логистические проблемы. Вот та логистика, которая ужасная у России, которая, видимо, не может воевать за своими границами, не может воевать далеко, я не знаю, от рельсов, поскольку они не могут ничего никуда доставить. Вот эта вот логистика, которую мы, как бы, вот как мы вывезли из Афганистана, там больше 100 тысяч человек за несколько недель. Этот процесс занимает время и, к сожалению, опять же, дольше, чем хотелось бы. Но вот желание есть, ассигнование есть. Теперь, значит, доставки мы ждем доставки. Есть такая версия, есть такое мнение, что стратегия Соединенных Штатов Америки направлена на такое медленное истощение России, как в экономическом, так и в политическом и военно-техническом в том числе плане, потому что нельзя вот так скоро, быстро загонять крысу в угол, которая может вот в этот момент применить это ядерное оружие, в связи с чем есть такие опасения. Вот как вы думаете, есть ли место быть вот такой стратегии?
Вы знаете, мне кажется, это, я не знаю, насколько это как бы вслух высказанная стратегия, или насколько это просто эффект того, что происходит. Это с Мгм. одной стороны. А с другой стороны, черт подери, смотрите, если вы хотели как бы, так сказать, медленно, если вы хотели убить монстра, быстро убить не получается, но вот медленное варение, это задавливание, колено на горло, как хотите, это сравнивайте, за какое-то время наступает, как бы пропадает кислород. Это действительно оказалось очень эффективно, потому что посмотрите, где Россия сейчас по сравнению с тем, где Россия была год назад. Мгм. Это страна-изгой, провалившаяся до уровня какого-нибудь Ирана и посматривающаяся на быстро приближающуюся Северную Корею. Это совсем, это много изменилось в России и в Российской так называемой Федерации за последний год. И я думаю, что не нужно игнорировать, там, я не знаю, Владимира Соловьева, чтобы просто видеть, что жизнь не та, что она была год назад. Мгм. И это важно, потому что, несмотря на то, что в долгую Китай нам все-таки грозит, у них сейчас мы получаем, значит, в открытом доступе появляется информация о том, насколько растет ядерная угроза Китая, и как у них будут такие боеголовки, и сколько их будет и так далее. Это в долгую, и в долгую, ну, нужно дожить. А в короткую мы видим, что Россия представляет для нас всех невероятную угрозу, и она представляет угрозу даже для наших выборов в Соединенных Штатах, как было доказано в 2016 году. И опять же, еще одна ошибка Владимира Путина в долгом списке ошибок после его рождения. Вмешание в выборы в Соединенных Штатах. Кто с ним будет после этого цацкаться, после того, как он пытается повлиять на наши выборы здесь, в США? Он как бы, опять же, это вот опять же человек, с которым никто не собирается договариваться. Но вот тут интересный момент насчет ядерного оружия, потому что и Россия сейчас вышла из этого предсказуемых переговоров. И мы, возможно, смотрим на следующую гонку в ядерных вооружений. Так что это как бы возвращаемся опять в 80-е. Скажите, а серьезно ли обсуждается в Соединенных Штатах Америки возможность применения России неконвенционного ядерного оружия? Ну, игнорировать это нельзя, считать, что это невозможно, абсолютно нереально, это абсолютно возможно. Особенно в этом смысле мы видим, что в Сирии это было произведено, было использовано оружие поражения. Мы знаем, что сам Путин использовал оружие массового поражения, да и ну, химическое оружие. Мы знаем, что у этого человека нет границ, которые он бы не был бы готов перейти, чтобы остаться у власти и получить еще чуть больше власти. Мгм. Поэтому это принимается серьезно. Но то, насколько это может быть, ам, насколько это вероятный уровень этого риска, это то, что просчитывают специалисты, пытаются на это реагировать и просчитывают разные варианты, что по этому поводу делать, потому что проблема еще в том, что даже если у России все их боеголовки там развалились, и они ударят по себе, то это все равно может иметь отрицательный эффект, поскольку мы живем на одной планете. Поэтому использование ядерного оружия как бы воспринимается как глобальная угроза. И что тут по этому поводу как бы делать? Нужно быть готовыми. Так что я уверен, что как бы и опять же напоминание, часть предотвращения этого, это напомнили Путину и через директора ЦРУ и других, что это не та угроза, к которой нужно прибегать. Просто даже упоминать этого не нужно, потому что это может закончиться для тебя, Вова, катастрофически, а для него катастрофически, я думаю, это потеря власти, то есть жизни. Мгм. Поэтому вот этого хватило. Хотя, правда, после этого он начал выступать по поводу аварии или там непредусмотренного взрыва на Запорожской АЭС, которую сейчас мы видим, они уже оставляют. В общем, это они теряют. И это еще один, это, ну, как бы доказательство опять тоже, все той же слабости России. Мне просто кажется, что когда говорят о России как сильный, Владимир Путин такой безумный, и как бы, это все ведет к тому, что с ним надо договариваться, что выиграть против него нельзя. А я считаю, что это абсолютно не так, и в Соединенных Штатах ждут победы Украины. Действительно, вот в последнее время очень много говорили, кстати, по поводу
переговоров, и некоторые там СМИ, в том числе и пропагандистские, расценили встречу главы ЦРУ с Патрушевым в Анкаре вот как якобы какие-то договоренности там за спиной Украины. А по факту это было просто предупреждение о недопустимости применения ядерного оружия и о жесткой реакции Соединенных Штатов, правильно я понимаю? Да, да, знаете, во-первых, вы абсолютно правы. А во-вторых, вот тоже то, как бы то, с чего вы начали, когда встретился Бернс с Патрушевым на секретной встрече. Я думаю, что это за секретная встреча, когда все это обсуждают. Это уже не секрет, ну, никаким образом. Да. Вот сделать из всего какой-то договорняк, из всего сделать какое-то секретное пожатие рук за спиной, чтобы обмануть всех. Это как... Я не понимаю даже до конца, откуда желание этого, потому что я смотрю как бы на что людей интересует, мне интересно, вот в нашем же Ютубе здесь, и я вижу, что люди, которые рассказывают какие-то страшные, такие придуманные секреты, их очень любят смотреть люди. Я думаю, откуда это идет вот такой интерес? Наверное, желание все познать, любопытность, потому что это важно. Друзья, секретных переговоров, которые мы будем обсуждать в Ютубе, нет. Либо это не секретные переговоры, либо это не, ну, как бы, и плюс нас нет в этой комнате. И когда нам люди, которые там были, говорят о чем-то, ну, мы можем либо с ними соглашаться, либо можем придумывать, ну, вот как можно жить в мире, где все время придумываешь объяснение, потому что не веришь никакому объяснению. Вот это вот я найду собственные факты. Это у Мгм. нас в Соединенных Штатах просто большая проблема. Поэтому, друзья, задаем вопросы, критическое мышление. На данный момент, если встречается Россия и Соединенные Штаты, это либо для того, чтобы напомнить о том, что нельзя применять ядерное оружие, либо для того, чтобы обсудить, как получить обратно американских граждан Бритни Гринир и Пола Уиллана, Мгм. которые сидят в заключении в российских тюрьмах. Ну все, потому что ни слова об Украине без Украины. Ну вот было сказано опять и опять. Поэтому, когда говорят секретный договорняк, я думаю, можно расслабиться, если смотреть следующие видео. Кстати, вот по поводу этих конспирологических теорий, которые выстраивают, многие хотела с вами поговорить относительно Крыма, потому что некоторое время назад, помните, появилась статья «Вашингтон-Пост», которая писала о том, что якобы Салливан, который приезжал в Украину, там встречался с высшим политическим руководством нашей страны и предлагал там поторговаться насчет Крыма, оставить Крым за скобками, куда-то отодвинуть в периферию чуть ли не на 7 лет и так далее. И действительно, в начале широкомасштабного вторжения России в Украину наши западные партнеры говорили о том, что Украине нужно выйти хотя бы на позиции 24 февраля 2022 года и начать какой-то переговорный процесс. Это говорили и кулуарно, и открыто в заявлениях. Сейчас, я так понимаю, такого нет. То есть разделяют ли наши партнеры, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, видение Украины победы, а это выход на границы 91 года? Знаете, я вот слушая вас, что мне приходит как бы в голову, это атака на Хирошиму и Нагасаки. Мгм. Потому что в России, в русскоязычном пространстве любят говорить, так сказать, те, кто поддерживает дезинформаторов и сами дезинформаторы, и пропагандисты, о том, что вот как бы Россия, Соединенные Штаты сбросили ядерную бомбу две на Японию, а почему нам нельзя? Как бы мы тут следующие в очереди стоим. Мгм. Но нужно понимать, что зачем это было сделано. Это было сделано для того, чтобы предотвратить большое количество смертей американских и японских, ну, в основном нас волновали американские военнослужащие. И это сработало в этом смысле. Не надо, как бы, мы не можем отрицать, что после этого быстро закончилась Вторая мировая война. Поэтому зачем используется и когда заканчивается война, это важный вопрос для таких людей, как Владимир Путин, потому что мне кажется, что когда Салливан встречался, что посыл, который был, вы, Владимир Владимирович, не наигрались еще, вы хотите еще больше потерять, вам недостаточно, мы вам сейчас дали по полной с нашими украинскими союзниками, вы их хотели бы еще получить или уже хватит?
И по ответам, не по словам, а по делам Путина, видно, что он еще не наигрался, этот монстр Мгм. кровавый, что он еще не готов остановить свою мясорубку. Потому что кто виновен во всем том, что происходит? Владимир Путин. Кто может это остановить? Владимир Путин. Он это не останавливает. Значит, он потеряет все больше и больше и больше. Он мог бы получить что-то, если бы он решил остановиться. Это еще и замер температуры. И замер температуры показал, что общее по госпиталю там нормальных не осталось. Хотя интересно, вот во всех этих переговорах кому-то, так сказать, дали подойти к телефону. О, Патрушеву еще дают говорить Западом. Может быть, он преемник? Мы же теперь как бы смотрим на это опять как Советский Союз, кто стоит рядом с диктатором, с главным лидером на трибуне, кто взял трубку, там Ушаков, интересно, Мгм. а у него есть дети. Так что, в общем, такая как-то вот такая ситуация. Мгм. Ну и по поводу все же... Если я ответил на ваш вопрос, простите, потому что о переговорах же Да. где, к чему толкают Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, конечно, хотели бы, чтобы война прекратилась, потому что мы, в принципе, хотели бы, чтобы были мирные дипломатические решения. Но эту войну, с одной стороны, Владимир Путин должен перестать воевать, а с другой стороны, Украина должна согласиться и толкать Украину, опять, я просто повторяю себя, но это важно, толкать Украину к столу переговоров эта администрация не будет. А как заставить Россию сесть за тот стол переговоров, на котором она подпишет капитуляционный акт? Вот это замечательный вопрос, потому что решение, как решить эту проблему, что Владимир Путин отказывается, ну, возможно, это будет не Владимир Путин. Так. Понимаете, когда я увидел вот начало войны, началась 24, мне было сразу понятно, даже еще до начала, что если происходит вот эта война, то невозможно договариваться о конце этой войны с тем же человеком, который ее начал. Ну, это невозможно, потому что с ним нельзя, ему нельзя доверять, как бы практически по определению. Он нарушил все договоры, начав то, что мы сейчас, вот эту проблему, эту войну. Значит, это должен быть кто-то после него. Значит, это означает, что ему нужно уйти либо в монастырь, либо в отставку, либо в табакерку, куда угодно, на дно патриарших прудов. Но после этого кто придет ему на смену, естественно, есть два варианта, как минимум, потому что они считают, что это будет там еще хуже, потому что Путина Мгм. съедят справа, а другие говорят, что это будет лучше. Но мы как бы входим в эту тему разговоров. Надавить на Владимира Путина, я думаю, что, понимаете, когда вот идут разговоры о том, что ему дают все время возможность съехать с хайвея, как бы выйти off-ramp, да, возможно, ему даже дают такую возможность, но я абсолютно от него не жду, что вот человек, который ведет себя так, как он себя ведет, вдруг скажет: вы знаете, я наигрался, я пошутил. Это, ну, как сказать, плохая идея, my bad. Я плохой, извините, ухожу. Это не тот человек, которого мы сейчас видим, поэтому вот то, что я сказал, должен сказать кто-то другой, не Владимир Путин. А наблюдаете ли вы уже предпосылки этому? Потому что если опять мы будем ссылаться на Вторую мировую войну и на Гитлера, то даже когда он уже еще сидел в бункере, его опричники, его ближайшее окружение, Геббельсы, там, Риббентропы и так далее, они уже проводили за его спиной переговоры с представителями западной коалиции. Вот сегодня что-то подобное в окружении Путина вы наблюдаете? Я вас не слышу, пане Юрію. Я вас не слышу. Простите. Да, Это, да, знаете, сейчас да, слышу. Давайте заново попробуем. Мгм. да, да. С ответом. Это вот об этих вещах мы узнаем в архивах после окончания войны. Если все Мгм. эти Патрушевы и так далее, и подальше по списку, ведут переговоры о каких-то своих личных гарантиях, что им лично, может быть, светит, если там произойдет то-то и то-то. Это уже это не конспирология, это просто их личные отношения. И тут со стороны Америки всегда есть позиция, тут личных отношений Салливана с Патрушевым не имеет никакого значения. Это как бы... Так, снова со звуком проблемы. Со О, звуком.
О, да. Извините, я отодвину. Да. Мгм. Вот сейчас слышу отлично. Знаете, я не думаю, что можно ожидать каких-то больших таких перемен от того, что личные идут отношения между Патрушевым и кем-то угодно, или Салованом и кем-то угодно. Это больше уходит, наверное, в сферу конспирологии, почему мой микрофон пытается меня отключить. М, Давайте перейдем к следующему вопросу. Метафизически, да. Давайте Да. перейдем к следующему вопросу, раз мы уже заговорили о гарантиях безопасности, поговорим о гарантиях безопасности для Украины, учитывая, что недавно генсек Североатлантического альянса Ян Столтенберг сделал заявление, он сказал, что по завершению войны Украина обязательно вступит в НАТО. И единственным условием победы Украины это еще большее предоставление ей оружия со стороны стран Североатлантического альянса. Может ли действительно НАТО в будущем выступить гарантом безопасности Украины? Бесспорно, да, конечно. Вопрос тут даже, понимаете, просто опять же продолжает то, что я уже описал о том количестве оружия, которое передано уже. Мы Мгм. уже друг другу выразили благодарность. Учитывая, что это оборудование, которое будет еще только больше, и его нужно учить украинскую армию использованию этого оружия, вот все то, что я описал, говорит о том, что у Украины будет очень натовская армия практически, потому что это будут солдаты, которые будут знать, как использовать новейшее американское натовское оружие. Мы вообще таких солдат уже не хотим выпускать, я думаю, а то они могут рассказать о наших военных тайнах. Поэтому тут же как бы в интересах НАТО Мгм. срочно такую страну принять в члены, чтобы они как бы, что теперь они были внутри нашего шатра. И в такой ситуации Украина чуть ли не становится гарантом безопасности НАТО, что является на данный момент физически, так сказать, фактической правдой, потому что если бы не было Украины, то только можно представить себе, что бы сейчас делал Владимир Путин, на кого бы он лез дальше и приставал. Поэтому Украина уже является гарантом безопасности НАТО сейчас и де-факто становится уже как бы членство, возможно, еще не заполнены все анкеты и не все происходит по правилам, но фактически мы видим, что из армии Украины, видимо, военизируют ее по образцу западных армий. И опять же, это, кстати, тут еще вот такой интересный момент для меня, как человека, который военной науки знает ноль. Интересно видеть репортажи из Пентагона о том, что они учатся, эти наши американские генералы, профессионалы учатся у украинцев, как использовать оружие, потому что украинцы используют оружие таким изобретательным способом, как нам даже там в голову не приходило. Была история о том, как для того, чтобы обстреливать остров Змеиный, нужно было, ракеты стреляли на 40 километров, а они были 50 километров от цели, поэтому их взяли на баржах, протянули 10 километров, и они оттуда стреляли, чтобы они могли... Такого типа изобретательность, это то, что и является гарантом нашей безопасности, общей безопасности. Но при этом, пане Юрию, мы с вами образованные люди и интеллектуальные, понимаем, что военные стандарты НАТО, конечно же, это очень важны, но так или иначе вопрос принятия Украины в НАТО или какой-либо страны – это политическое решение, консенсусное политическое решение стран Североатлантического альянса. Так вот, есть ли этот консенсус и будет ли, как вы думаете? Замечательный вопрос, потому что вы абсолютно правы. Есть технический момент, и технически Украина становится страной НАТО уже сегодня. А есть, вы абсолютно правы, политический консенсус, который нужен для того, чтобы принять. Сейчас мы наблюдаем то, что Турция ставит палки в колеса принятию Швеции, ну и там заодно Финляндия, которой, так сказать, нужно всем вот этой полный консенсус для принятия. И мы видим в Соединенных Штатах, как хорошо могут функционировать институты без такого официального политического, когда есть политическое желание, скажем, но не вот консенсус,
как можно продолжать жить. Потому что у нас, например, часто принимается продолжение, резолюция о продолжении того, что было, потому что решить на что-то новое сил не хватает. А вот продолжить то, что уже было, ну, еще как-то можно. Поэтому находят способы, как достичь желаемого результата. Желаемый результат – это Украина в НАТО. Поэтому то, как это будет выглядеть и что для этого будет сделано для того, чтобы все были удовлетворены, это важный вопрос, который будет решаться политиками, дипломатами. Это прекрасно, так и должны решать. Если наши споры не могут быть решены на футбольном поле, то лучше их решать за столом переговоров, чем на поле боя. Поэтому если можно будет договориться о том, что хотят разные страны-участники НАТО за то, чтобы Украина и все остальные, так же, как, знаете, как просто завидуешь балтийским странам, как легко они вскочили на этот пояс НАТО тогда, и как президент Буш заявлял, что атака на Литву – это атака на Соединенные Штаты. Такие прекрасные вещи говорил. А сейчас, понимаете, делать правильные вещи легко, когда это легко, а делать правильные вещи, когда это тяжело, намного тяжелее. Но я уверен, что сейчас НАТО не хочет выпускать Украину из рук своих, потому что дать Владимиру Путину выиграть сейчас невозможно. Это не то, чтобы там это как-то, так сказать, неприятно. Это недопустимо. Это недопустимо. И вот это понимание, опять же, создалось очень четко и конкретно. Вот за то время, что, знаете, старая история про двух лягушек, которые упали в кувшин с молоком. И одна, значит, сказала, значит, ах, перестала бороться и утонула. А вторая билась и сделала из молока там масло или сметану, и, значит, вышла. И вот за то время, что Украина отбивается, за это время солидизируется поддержка Украины во всем мире и понимание того, что даже несмотря на то, что в отдельных странах есть политики, которые считают, что нужно дать по тормозам, все равно сейчас, на данный момент, этот снежный ком только набирает силу и катится пока что в правильном направлении. Ну, я вот, кстати, когда спрашивала про политический консенсус, в первую очередь мне приходили в голову страны-представители Старой Европы, да, это и Франции, Германии, которая в первое время, я не побоюсь этого слова, подло, торговали интересами Украины с Путиным. Но вот сейчас, правда, риторика и у Шольца, и у Макрона уже стала четче, и они уже четко говорят о том, что Украина должна победить в этой войне. И в первое время такое, знаете, было ощущение, что представители стран Старой Европы просто не знали, возможно, даже боялись Украины, которая выйдет с этой войны победительницей, и просто не знают, что с ней делать, куда ее деть в Европе. Вы знаете, что я вижу здесь? Это окончательный кол в этого вампира, эту идею о том, что можно от России откупиться, Мгм. что из России можно сделать приличную страну, если только им дать достаточно денег. Что они там у себя, как-то они станут нормальными людьми, если мы будем иметь с ними контакты, денежные потоки, вливания, то они станут, как мы, с каким-то временем. Это провал. Это просто не произошло. Это задержало Россию, это дало России всем этим ничтожеством обогатиться наверху этой так называемой то ли элите, то ли олигархату, а в принципе кошелькам Путина. Им дало время наполнить эти кошельки и попрятать их по разным панамам и так далее, в то время как они не создали ту армию, которую они собирались создать, потому что планчик их был, как говорит Юрий Фиштинский, простенький был планчик у Путина. Но, к счастью, выяснилось, что деньгами не только нельзя от России откупиться, но и деньгами нельзя просто захватить Украину, потому что нужно еще эти деньги было потратить правильно, а на это кремлевский режим оказался не способен. Так что Германия уже, мы видим, поняла угрозу России и отказалась от газа, и это будет им непросто, но они это делают, и это прекрасно, хотя интересно, насколько для них тяжело перейти вот наследие Второй мировой войны, и как им, как стране, нужно осмыслить, насколько они могут принять участие в другом военном конфликте. Вообще вот это вот тяжело, это интересный разговор, я рад, что он происходит, такой разговор должен происходить. А во Франции, мне кажется, у Макрона были свои политические
причины, чтобы вести себя таким странным образом, как он вел себя, как санитар, который заходил в палату к Путину каждый день и проверял температуру. Но, видимо, он эти свои политические проблемы на данный момент решил, и ему не нужно так глупо выглядеть, когда он, как бы прийти, сказать к этому чумному, а он выздоровел, знаете, он поменял свое мнение. Это сам Макрон, я уверен, понимал, что это выглядело все глупее и глупее, поэтому он, наверное, рад, что больше этого не нужно делать из-за политических соображений внутри страны. Так что демократия, у них свои внутренние причины. А консенсус сейчас я вижу мы как бы разговоры только о Турции, у которой свои внутренние проблемы и свои внутренние приоритеты. Но вот тоже они, видимо, предпочитают быть в НАТО, чем не в НАТО. И в том числе антиамериканские настроения, которые превалируют в Турции. И, пан Игорь, вот что у вас хотела спросить. Вы упомянули Германию, опыт Германии. А как вы думаете, сможет ли Россия повторить опыт Германии? Покаяться, извиниться, выплачивать долгие годы, десятилетия репарации и вот превратиться, вернуться, скажем так, в цивилизованный мир, в ряды демократических стран. Я очень часто привожу цитату президента США Гарри Трумана, у которого как-то журналисты спросили, что вы считаете своим самым важным успехом, на что тот сказал, что мы сумели победить наших врагов и вернуть их в цивилизованный мир. Вот может ли то же самое случиться с Россией? Ну, вы знаете, хотелось бы надеяться, потому что как бы, с одной стороны, действительно хотелось бы надеяться, чтобы все люди зажили мирно, стали цивилизованными, думали о других. Но в России нужно пройти несколько ступеней. Вопрос в том, как эти ступени, это, может быть, очень большие, слишком высокие ступени, но вопрос в том, как эта проблема решается, мне кажется, потому что дискуссии тут в основном, есть ли нужно для этого внешнее вторжение какой-то внешней силы, Соединенные Штаты, там, НАТО, кто-то должен прийти и решить эту варяги, эту проблему, потому что россияне, не могут. Не могут орки сами себя, я не знаю, превратить в бабочек, эти жуки, червяки или как там. Так что это, мне кажется, как сказать, не обязательно, потому что завоевывать Россию, в общем-то, никто не хочет. Это такая головная боль, что это никому не нужно. И управлять после этого этим болотом, это тоже никто не хочет. Поэтому было бы лучше, если бы это все сделали сами. Могут ли они это сделать сами? Мне кажется, на самом деле, очень ободряющим, позитивным пример. Представьте себе Михаила Горбачева, потому что тогда взяли и стали, так сказать, дали другую методичку, заправили другую субстанцию в эту пропагандистскую иглу и дали людям другую команду по телевизору. И люди как бы так, теперь можно думать за себя какое-то время, спасибо. И они как-то вот это, так сказать, это возможно. Это возможно, если заправить другую команду, другие пули, другую что-то в эту останкинскую иглу и зомбировать людей в другую сторону. Но это, понимаете, это временное решение, это как бы пластырь, Клин потому что это клином просто... вышибать. Что-что? Клин клином вышибать будут, говорю, Ну контрпропагандой. да, это вышибают клин, но это не решение проблемы, потому что решение долгосрочное, это образование. И тут я считаю, что российскую систему образования нужно иллюстрировать не хуже, чем всякие ФСБ, КГБ. Потому что то, как учат детей, я не знаю, как в Украине, но в России, это просто надругательство над их чувством личности. И это создает очень опасное общество, где люди не думают критически, не задают вопросов, думают по этой этике силы, потому что школа в России – это начало подготовки детей, мне кажется, к армии, где уж их точно им объясняют, кто главный и как нужно жить и так далее. Поэтому вот в этом роется как бы долгосрочное решение проблемы под названием «Можно ли Россию вернуть в цивилизованные страны?» Я здесь с Вернуть вами опять на же сто как-то... процентов согласна. Извините, перебила по поводу Хорошо. образовательной системы и учителей, в том числе, которые в основном ведь участвуют в избирательном процессе, и на избирательных участках сидят учителя, которые подкидывают на выборах вот эти вот листовки целые с там нужным количеством голосов и так далее. В этом плане иллюстрация их абсолютно необходима. Я с вами 100% согласна.
Вы знаете, я даже не знал этой интересной детали, потому что если учителя должны быть люди, с которыми какой-то повышенной социальной ответственностью, а тут мы видим, что они себя ведут как люди с пониженной социальной ответственностью, то, опять же, да, Да, иллюстрация в это этом фактор смысле. фальсификации выборов в России. Это действительно так. То есть учителя, которые принимают участие и работают на избирательных участках, они просто закидывают эти нужные бюллетени с с нужной галочкой, нужные места. И все. И вот так работают выборы и плебисцит в России. Да, вопрос тут только остается последний в том, что если мы говорим о том, чтобы вернуть Россию, в том смысле, что она там была, ее нужно вернуть, или как бы, ну, я не знаю, принять Россию, как бы признать, что она там никогда не была цивилизованным государством, но можно ли из нее сделать цивилизованное государство? И Мгм. опять же, я оптимист, я думаю, что если изменить систему образования и начать людей думать за себя, потому что, ну, вообще, так сказать, даже старая немецкая школа зазубривания фактов уже не имеет такого большого значения в сегодняшнем мире с гуглами и совсем на свете. Поэтому как бы вот это, если решиться на это, ну это как это, просвещение, идея просвещения. Мы знаем, что происходит с людьми, которые проповедуют такие идеи в России. Ничего хорошего. Но в таком случае, если мы говорим о том, что люди в России, оболваненные пропагандой, да, находятся в этом мраке, то рассчитывать на какие-либо протесты и революцию в России не приходится. Это исключительно может быть какой-то дворцовый переворот среди элит. Знаете, я подозреваю, что в России вполне возможен, я называю это казахстанский вариант, когда толпа сметает старого лидера и устанавливает нового лидера. Потому что каким-то образом ну, люди не могут быть довольны тем, что там происходит. Да, они ждуны, да, они запуганы, да, они хотят показать свою лояльность режиму, но они недовольны, они не могут быть довольны тем, что происходит. В какой момент вот этот все это нарастающий, вот то, что по-английски называется bubble, шарик, у нас обычно говорят про bubble какой-нибудь там недвижимости, когда она Мгм. неожиданно вот как бы выросла, и Мыльный она пузырь. бум, лопается, и цены падают вниз. Вот этот протест должен как-то вот, он нарастает. Во что он выльется, как он отразится, предсказать невозможно, но мне кажется, что когда страна ввязывается в такие убийственные мясорубки, неважно почему, особенно если она это делает как захватническую войну, то люди отказываются в какой-то момент лезть в эту мясорубку или появляются раненые, и есть протест. Плюс экономические санкции, которые давят коленом на горло режиму и не дают ему вздохнуть полной грудью, и все меньше и меньше пирога остается для того, чтобы накормить людей с дубинками, на которых вся эта власть держится. Поэтому, опять же, возможно, старых лояльных, они, возможно, погибли в Украине, многие действительно, ОМОНовцы, нужно, так сказать, Росгвардию теперь, возможно, похоронить в Украине, чтобы дать возможность народному протесту, который будет просто кровавым бунтом, скорее всего, Мгм. вылиться, разлиться по России, после чего от нее, наверное, можно будет оградиться рвом и стеной на какое-то время, пока там произойдет смута, и следующий лидер придет к власти, и, возможно, будет тогда можно будет идти разговор о том, чтобы как-то начать прорубить калитку в этой стене и начать с Россией как-то вести какие-то контакты. Но на данный момент этот, я не знаю, это подводная лодка, это как этот капитан, который объясняет своим пассажирам, что их «Титаник» на самом деле подводная лодка, и они сейчас отправляются в счастливое плавание, правда, под водой. Так что я не вижу, как бы, так сказать, переворот это по сталинскому варианту. Если его окружение путинское подумает, что сейчас съедят их, то они могут решиться на то, чтобы каким-то образом избавиться от него, хотя, опять же, технически это, видимо, очень непросто. Он Мгм. сидит в своем бункере, и тут нужно, чтобы его, так сказать, охранник дал ему табакеркой по голове, или потом, я не знаю, как они это делают. Так что нужна надежда на того, кто может для него лично дотянуться. А до тех пор так что непонятно, но это должно лопнуть. Это просто это неподдерживаемое состояние. Отделились как от реальности слишком Мгм. далеко. Но каким Ну, образом, я не этот знаю. мыльный,
Этот мыльный пузырь, кстати, о нерушимости, о величии российской армии, да, он, в принципе, уже лопнул на улицах Украины, на улицах Киева, Киевской области, Харьковской области, Донбасса, Херсонской и так далее. Но вот последнее, что у вас хотела спросить, буквально несколько минут до завершения нашего эфира, еще до начала широкомасштабной войны, мы с вами часто встречались в наших эфирах и обсуждали насущные вопросы, обсуждали там переговоры, повестка дня была абсолютно другой. И обсуждали вероятность этой войны, какое будет сопротивление в Украине, как будет действовать Россия и так далее. Вот какой вам показалась Украина после широкомасштабного вторжения? Украинские вооруженные силы Украины, ожидали ли вы такого сопротивления? Вы знаете, я не знаю, что можно... Я не знаю, что я был готов внутренне, что эта война будет продолжаться так долго. Мгм. Я думал, что Россия лопнет быстрее. Но, видимо, это погружение в болото занимает дольше времени, чем предполагалось. То, что украинцы будут сражаться за свою землю и, в принципе, мне кажется, за свою жизнь, я, в общем-то, не сомневался, потому что Россию в Украине знают. Как воюют, да, после Бучи, Ирпени, всех городов, которые были освобождены, и всех кладбищ, и камер пыток, которые были найдены, появились как бы подтверждения. Но мне кажется, что люди, в общем-то, знали, к чему это идет, и просто все оказалось еще хуже. Поэтому мне кажется, что есть за что сражаться. Тут это бесспорно. Никто не мог предсказать, как поведет себя Зеленский, и в этой ситуации он повел себя решительным образом и таким способом, таким образом, который явно повлиял на людей в Украине, потому что Соединенные Штаты готовились к большой партизанской войне, но потому что Зеленский отказался покинуть Киев, видимо, это было как бы началом той воли, про которую сейчас вот говорят так много, что украинская воля. Это лидер имеет большое значение. Мы сравниваем его, опять же, с Владимиром Путиным, понимаем, что рост человека ни о чем не говорит. Так что вот так. Да, так что я не знаю, насколько, знаете, это невозможно было предсказать. Все-таки мы видим что-то достаточно новое, и мы поражаемся, насколько... Мы так долго говорили о том, насколько Владимир Путин оторван от реальности, а с другой стороны, он ведет себя как человек, оторванный от реальности. И, возможно, это единственное, что усложняет предсказание, потому что человек, который оперирует в другой реальности. Но сказать, что он будет вести себя так, как мы считаем нормальным и резонным, вот как бы от этого мы отказались за это время. Дякую вам дуже, пане Юрію. Спасибо вам большое, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. До новых встреч. Спасибо вам. Юрій Рашкін був з нами на прямій зв'язі, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин. Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Коршкенче.